Испытания речного судна «Амфибии» «Буревестник-24» представители семейства экранопланов продолжаются. Продолжит Виталий Абрамов с места события. Судно имеет 3 режима передвижения. На скорости 30 км в час амфибия плывет по воде, как обычный катер. На 120 км в час начинает глиссировать, уменьшая соприкосновение с водой, а на скорости более 200 поднимается над водой. В прошлом году «Буревестник» преодолела расстояние до Покровска за 20 минут. В этом году мы проводим уже зимние швартовые испытания. Вот сейчас заканчивается период швартовых испытаний зимних и ходовых испытаний зимних вот в акватории речного порта Якутска. Сразу же после ледохода амфибия отправится до Алекминска. Предполагается, что в будущем такие суда заменят в Якутии на скоростных пассажирских линиях привычные ракеты и метеоры. Причем судно сможет курсировать круглый год, практически не завися от погодных и иных условий. Мы планируем, что испытания Якутск-Алекминск мы завершим до августа месяца. В августе месяце, если все нормально получится, то пройдем до Тикси. Многофункциональная система в случае успеха сможет не только обеспечить пассажироперевозки в акваториях рек и, возможно, даже в тундровых районах, но и возьмет на себя функции спасательной и медицинской эвакуации. Кроме того, рассматриваются варианты подготовки собственных якутских экипажей. На воде это, в общем-то, корабль со всеми вытекающими последствиями. На экране это что-то промежуточное, потому что пилотировать как самолет здесь не получается. Посылаешь поверхность рядом, возникают некоторые нюансы в технике пилотирования. И в случае отхода от постилающей поверхности поведение обычного летательного аппарата. Кроме того, немаловажным фактором является и экономичность. На «Буревестнике» стоят обычные автомобильные двигатели. Заправляется судно бензином и потребляет порядка 40 литров на час хода. Высокая топливная эффективность и доступная ГСМ отразится и на стоимости билетов. В данном случае здесь у нас идет социальная направленность, да. У нас тариф до Алекминска мы еще не просчитывали, потому что испытание не закончено, но в любом случае это будет в 2-3 раза ниже сложившихся цен на сегодняшний день. На сегодня экраноплан включен в концепцию развития судостроения России как перспективный флот. Таким образом, если испытания пройдут успешно, уже с будущего года якутяне смогут передвигаться на судах-амфибиях по нашей обширной республике. Виталий Абрамов, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.